Представьте себе картину 7 апреля 2010 года. 3 часа ночи. Международный аэропорт Манас. На лётном поле стоит президентский самолёт с работающими двигателями. Вокруг него кольцо из джипов службы безопасности с выключенными фарами. Из багажников этих машин военные в штатском выгружают чёрные мешки, каждый размером с большой чемодан. Мешки тяжелые, двое едва справляются с одним. Их несут в грузовой отсек борта, где уже лежат десятки таких же. Командир экипажа, капитан первого класса с безупречной репутацией, стоит у трапа и нервно курит третью сигарету подряд. Он только что вернулся из кабины, где бортинженер показал ему приборы, самолет перегружен на 2,5 тонны. При такой массе взлет возможен только теоретически, и то, если повезет с ветром и длиной полосы. Капитан пытается остановить погрузку, но к нему подходит человек в черном костюме, без погон и опознавательных знаков. Этот человек не представляется, он просто говорит 4 слова. Приказ от самого верха. И капитан понимает, от кого именно исходит этот приказ. Он возвращается в кабину, проверяет расчеты еще раз, крестится, хотя никогда не был религиозным человеком, и дает команду на запуск. Самолет разгоняется по полосе так долго, что второй пилот уже тянется к рычагу аварийного торможения. Шасси отрываются от бетона в последних метрах перед концом взлетной полосы. Борт набирает высоту медленно, мучительно. Каждый метр дается с трудом. В грузовом отсеке что-то со скрежетом сдвигается плохо закрепленный груз. Но самолет держится в воздухе. Он летит на юг, в сторону таджикской границы, а потом берет курс на Минск. Что было в тех мешках, из-за которых опытный пилот рисковал жизни же и пассажиров? Почему груз не оформили официально, не внесли в декларацию, не досмотрели таможенники? И кто был тем пассажиром, ради которого устроили эту ночную операцию с риском авиакатастрофы? Чтобы понять масштаб происходившего, нужно вернуться на несколько дней назад. 5 апреля 2010 года. Площадь Алато в центре Бишкека. Десятки тысяч людей вышли на митинг против коррупции и произвола властей. Они требуют отставки президента Курманбека Бакиева, который правит страной уже 5 лет. Толпа скандирует лозунги, размахивает плакатами, но пока все мирно. Однако к вечеру ситуация меняется. Спецназ получает приказ разогнать демонстрантов. Начинается то, что потом назовут апрельской трагедией. Силовики открывают огонь по безоружным людям. Падают первые жертвы. Кровь на брусчатке площади, крики, паника, люди бегут. Но многие не успевают. К концу дня погибнут 87 человек, еще сотни получат ранения. Страна замирает в шоке. А в это самое время, пока на площади умирают простые кыргызстанцы, в президентской резиденции происходит нечто совершенно иное. Младший сын президента, Максим Бакиев, человек, которого в народе называли серым кардиналом режима, собирает экстренное совещание. Присутствуют только самые доверенные люди, начальник личной охраны, директор Центральной избирательной комиссии, который контролирует финансовые потоки, и 2 представителя службы безопасности. Максим говорит коротко и жестко. «У нас есть максимум 48 часов. Нужно вывести все, что можно вывести. Приоритет на личные и документы на счета». Люди в комнате переглядываются, но не задают вопросов. Они понимают, режим рушится, и сейчас главное спасти то, что накоплено за годы правления. Начинается операция, которую потом назовут ночной эвакуацией. Из разных точек Бишкека, из офисов государственных компаний, из частных резиденций, из банковских хранилищ свозят мешки и чемоданы. Официально это называется эвакуация важных документов на случай беспорядков. Но те, кто участвует в перевозке, видят мешки набиты не бумагами. Они слишком тяжелые. И когда один из них случайно падает с погрузчика и разрывается, на асфальт высыпаются пачки 100-долларовых купюр в банковской упаковке. Охранник, который это видел, получает приказ забыть увиденное. Ему намекают, что забывчивость будет щедро вознаграждена. Он молчит 14 лет. Но сейчас, когда все главные фигуры той истории либо мертвы, либо в изгнании, он решается рассказать правду. Сколько денег вывезли в ту ночь? Откуда они взялись? И почему, когда народ умирал на площади, семья президента думала только о том, как спасти награбленное? 7 апреля. Вечер.
Курманбек Бакиев все еще в резиденции, но уже понимает, удержать власть не получится. Армия колеблется. Часть генералов открыто переходит на сторону оппозиции. Спецслужбы докладывают. Толпа прорвала оцепление и движется к президентскому дворцу. Времени на раздумье нет. Бакиев принимает решение покинуть столицу и улететь на юг страны, в Джалалабад, где у него еще остаются сторонники. Но перед отъездом нужно решить главный вопрос — что делать с деньгами? По разным оценкам, в личном распоряжении семьи Бакиевых находилось от 150 до 300 миллионов долларов наличными. Это не считая счетов в зарубежных банках и активов, оформленных на подставных лиц. Откуда такие суммы у президента страны, где средняя зарплата составляла $120 в месяц? Ответ прост. Коррупция. Откаты от государственных контрактов, контроль над таможней и топливным рынком. Максим Бакиев, формально занимавший скромную должность в администрации, фактически контролировал все крупные финансовые потоки. Каждая тонна топлива, ввезенная в страну, каждый крупный тендер, каждое назначение на высокую должность — все это проходило через него и облагалось налогом. Народ нищал, а семья президента богатела. И вот теперь, когда режим рушится, встает вопрос, как вывести эти богатства? Нельзя просто погрузить сотни миллионов в обычный самолет. Это вызовет вопросы, утечки информации, возможно, даже мятеж среди охраны. Нужен план. И план появляется. Максим предлагает использовать президентский борд, который официально готовится к эвакуации главы государства. Груз оформят как личные вещи президента и документы государственной важности. Таможенный досмотр не проводится. Президентский самолет обладает дипломатическим иммунитетом. Погрузку провести ночью в закрытой зоне аэропорта с минимальным количеством свидетелей. Все, кто будет участвовать, получат щедрое вознаграждение и гарантии безопасности. План утверждает. Начинается операция. Но организаторы не учли одного — жадность. Они решили вывести не часть денег, а все, абсолютно все. И это стало их ошибкой. Вернемся к тому самому пилоту, капитану первого класса, который отказывался взлетать. Этот человек, назовем его Азамат, летал на президентских бортах 12 лет. Он возил Бакиева на саммиты, на встречи с лидерами других стран, на частные поездки. Азамат был профессионалом, для которого безопасность полета стояла превыше всего. И вот теперь, глядя на приборы, показывающие критическую перегрузку, он понимает, если он взлетит с таким весом, шансы на катастрофу составляют 50 на 50. Он выходит из кабины и пытается объяснить ситуацию людям, руководящим погрузкой. «Самолет не поднимет такой вес», — говорит он. «Нужно убрать хотя бы треть груза, иначе мы не взлетим или упадем сразу после отрыва». Но ему отвечают, что груз критически важен, что это приказ сверху, что альтернатив нет. Азамат требует письменный приказ, снимающий с него ответственность. Ему дают бумагу, подписанную начальником службы безопасности президента. В ней говорится, что командир экипажа действует по прямому указанию руководства страны и освобождается от персональной ответственности за последствия. Азамат читает эту бумагу, складывает ее, прячет во внутренний карман лётной куртки. Он сохранит этот документ. 14 лет спустя он покажет его журналистам. Но в ту ночь он просто возвращается в кабину, смотрит на второго пилота и борт-инженера и говорит: «Молитесь, ребята. Сегодня нам понадобится чудо». Самолет взлетает. Разбег длится вечность. Шасси отрываются от полосы в опасной близости от ее конца. Набор высоты идет мучительно медленно. В какой-то момент раздается глухой удар. В грузовом отсеке сорвался с крепления один из поддонов с мешками. Самолет кренится. Азамат изо всех сил выравнивает машину. Пот заливает ему глаза. Второй пилот хватается за штурвал, помогая удержать курс. Борт-инженер судорожно проверяет системы. Не повреждено ли что-нибудь от удара. Проходит минута, 2, 5. Самолет стабилизируется. Они набрали безопасную высоту. Азамат выдыхает, откидывается на спинку кресла. Руки дрожат. Он понимает. Они выжили. Но он также понимает другое. Он только что стал соучастником преступления.
Он вывез из страны груз, который не был задекларирован, который перегрузил самолет до критической отметки, который явно содержал что-то незаконное. И теперь он связан с этими людьми навсегда. Или так ему кажется в ту ночь. Что чувствовал этот человек, рискуя жизнью ради чужих денег? Почему он молчал столько лет? И что заставило его, наконец, заговорить? Пока самолет летит в сторону Минска, в Бишкеке разворачиваются драматические события. 8 апреля оппозиция формирует временное правительство. Курманбек Бакиев, находящийся на юге страны, пытается организовать сопротивление, но его поддержка тает с каждым часом. Генералы один за другим присягают новой власти. 9 апреля Бакиев покидает Джалалабад и через Казахстан улетает в Минск, где его уже ждет тот самый перегруженный борт с черными мешками. Оттуда, после недолгих переговоров с белорусскими властями, он перебирается в другую страну, которая предоставляет ему убежище. Груз, вывезенный 7 апреля, исчезает. Официально никаких денег на борту не было. Есть только авиационные документы, в которых указан личный багаж президента, 23 места. Вес не указан. Таможенная декларация отсутствует. Но есть свидетели. Техники аэропорта, которые видели погрузку. Охранники, которые таскали мешки. Пилот, который чудом посадил перегруженный самолет. И есть та самая видеозапись из сейфа, на которой видно, как в грузовой отсек заталкивают последние мешки, а люк не закрывается, потому что груз выпирает наружу. Эту запись сделал кто-то из службы безопасности, возможно, для страховки, возможно, по приказу самого Максима, который хотел иметь доказательства на случай, если кто-то из участников операции решит его шантажировать. Но запись попала не в те руки. Когда толпа штурмовала резиденцию, один из охранников, предвидя неизбежное, забрал содержимое сейфа и спрятал. Годами он хранил эти документы, не зная, что с ними делать. Показать властям? Но новая власть тоже оказалась коррумпированной. И он боялся, что его просто уберут, как неудобного свидетеля. Продать? Но кому и за сколько? В итоге он просто ждал. И вот теперь, когда прошло достаточно времени, когда главные фигуры той истории либо умерли, либо потеряли влияние, он решает рассказать правду. Сколько денег было в тех мешках? По оценкам экспертов, основанным на весе груза и показаниях свидетелей, речь идет о суммах от 200 до 300 миллионов долларов. Чтобы понять масштаб, представьте, средняя зарплата в Кыргызстане в 2010 году составляла $120. 300 миллионов — это зарплата 2,5 миллионов человек за месяц. Это почти половина населения страны. Семья Бакиевых вывезла богатство, которого хватило бы, чтобы год кормить всю нацию. И они сделали это в ту самую ночь, когда на площади Алато еще не убрали тела погибших, когда в больницах умирали раненые, когда страна погрузилась в хаос и горе. Как такое возможно? Как люди, присягавшие служить народу, могли в момент национальной трагедии думать только о том, как спасти награбленное? И главное, где эти деньги сейчас? Максим Бакиев, младший сын президента, был ключевой фигурой в этой операции. Формально он занимал должность заместителя начальника агентства по инвестициям и экономическому развитию. Скромная позиция, которая не предполагала больших полномочий. Но в реальности Максим контролировал все крупные финансовые потоки в стране. Он был тем человеком, к которому приходили бизнесмены за разрешениями, чиновники за назначениями, иностранные компании за контрактами. И каждый визит к нему стоил денег. Откаты составляли от 10 до 30% от суммы контракта. Топливный рынок, который Максим контролировал через подставные компании, приносил десятки миллионов в год. Таможня, где его люди занимали ключевые посты, была еще одним источником дохода. Каждая фура, пересекающая границу, платила налог. Официально это называлось ускоренное оформление или консультационные услуги, но все понимали, что это обычная коррупция. Максим был умён и осторожен. Он никогда не брал деньги лично, не подписывал компрометирующих документов, не появлялся на фотографиях с сомнительными бизнесменами. Все операции проходили через доверенных лиц, все активы оформлялись на подставные компании, зарегистрированные в офшорных зонах.
Он создал систему, в которой было почти невозможно доказать его вину. Почти. Потому что была одна слабость в этой системе — человеческий фактор. Люди, которые работали на Максима, знали правду. Водители, которые возили мешки с деньгами, охранники, которые стояли у дверей во время тайных встреч, бухгалтеры, которые вели двойную отчетность, секретари, которые печатали конфиденциальные документы. Все эти люди были свидетелями. И Максим это понимал. Поэтому он использовал два метода контроля — страх и деньги. Тех, кто мог быть опасен, либо щедро вознаграждали, либо запугивали. Иногда и то, и другое одновременно. Но в апреле 2010 года эта система рухнула. Когда режим пал, страх исчез. Люди, которые молчали из-за угроз, больше не боялись. А те, кто молчал за деньги, поняли, что их покровители больше не могут им платить. И некоторые из них начали говорить. Не сразу, не публично, но они говорили. Следователи новой власти собирали показания, документы, записи. Но расследование буксовало. Слишком много влиятельных людей были замешаны в схемах Максима. Слишком много нынешних чиновников когда-то работали на старый режим. Дело замяли. Официально объявили, что не найдено достаточных доказательств для возбуждения уголовного дела. Но правда никуда не делась. Она ждала своего часа. И сейчас этот час настал. Для первого интервью за 14 лет бывший охранник президентской резиденции, назовем его Талант, согласился встретиться в нейтральном месте. Он приезжает на встречу один, без адвокатов и представителей. Талант выглядит старше своих 50 лет. Седые волосы, усталые глаза, руки, которые слегка дрожат, когда он закуривает. Он долго молчит, собираясь с мыслями, а потом начинает говорить. «Я служу в охране 8 лет», — рассказывает он. «Видел многое. Но то, что происходило в апреле 2010-го, было за гранью. Мы понимали, что режим рушится, что скоро все закончится. Но мы не думали, что они настолько жадные. 7 апреля, около полуночи, нам дали приказ грузить все в машины и везти в аэропорт. Мы таскали мешки из подвала резиденции, тяжеленные, по 50-60 килограммов каждый. Я случайно уронил один, он разорвался. Там были доллары. Пачки по 10 тысяч в банковской упаковке. Я никогда в жизни не видел столько денег. Мой командир сказал: «Забудь, что видел, или пожалеешь». Я кивнул и продолжил грузить. Мы сделали 3 рейса. В каждой машине было по 20-30 мешков. Считайте сами, сколько это. В аэропорту нас встретили военные. Они взяли груз и погрузили в самолет. Я видел, как пилот спорил с кем-то, показывал на приборы, но его заставили взлетать. Самолет еле оторвался от земли. Я подумал тогда, если он упадет, все узнают правду. Но он не упал, а мы вернулись в резиденцию и получили приказ молчать. Нам сказали, что если кто-то заговорит, его найдут. И мы молчали. 14 лет. Но я больше не могу. Пусть люди знают, куда делись их деньги. Талант достает из кармана старый телефон, включает его, показывает фотографию. На экране грузовой отсек самолета, набитый черными мешками. «Я сделал этот снимок тайком», — говорит он, — «для себя, чтобы помнить, чтобы, если что, было доказательство. Теперь я отдаю его вам. Пусть весь мир увидит. Это фотобомба. Оно доказывает, что груз существовал, что его вывозили тайно, что масштаб операции был огромным. Но остается вопрос, где эти деньги сейчас?» Талант качает головой. «Не знаю. Говорили, что Максим открыл счета в разных странах. Говорили, что часть денег ушла на покупку недвижимости в Европе. Но точно не знаю. Я был просто охранником. Меня не посвящали в планы». Он замолкает, затягивается сигаретой, смотрит в сторону. «Знаете, что самое страшное?» — говорит он тихо. «В ту ночь, когда мы грузили эти мешки, по телевизору показывали кадры с площади. Там лежали убитые.
Молодые ребята, студенты, рабочие. Они вышли требовать справедливости, а их расстреляли. И в то же самое время мы таскали мешки с ворованными деньгами. Я тогда подумал, мы все прокляты. Все, кто участвовал в этом. И я до сих пор так думаю. Можно ли верить этому человеку? Проверка показывает, Талан действительно служил в президентской охране. Его имя есть в списках личного состава. Фотография, которую он предоставил, прошла экспертизу. Она не подделана. Снята 7 апреля 2010 года, о чем свидетельствуют метаданные файла. Его показания совпадают с показаниями других свидетелей, которые независимо друг от друга рассказывают похожие истории. Значит, он говорит правду. Но если это правда, то возникает следующий вопрос. Почему власти ничего не сделали? Почему не арестовали виновных, не вернули деньги, не наказали тех, кто организовал эту операцию? Ответ прост и страшен. Потому что новая власть оказалась не лучше старой. Потому что многие из тех, кто пришел после Бакиева, сами были частью коррупционной системы. Потому что возвращать украденное означало бы признать масштаб воровства, а это подорвало бы доверие к государству окончательно. Проще было замолчать, забыть, сделать вид, что ничего не было. И они так и сделали. Но народ не забыл. И сейчас, когда появляются новые доказательства, когда свидетели начинают говорить, правда выходит наружу. Медленно, по частям, но выходит. И эта правда страшнее любых предположений. Для первого раза в 35 лет человек, который был ответственен за медицинское обслуживание семьи Бакиевых, соглашается говорить перед камерами. Доктор Эрмек Сулайманов, бывший главный врач президентской клиники, хранил молчание больше 3 десятилетий. То, что он рассказывает о последних месяцах перед апрельскими событиями, переворачивает все представления о том, что происходило за закрытыми дверями резиденции. С ноября 2009 года Максим Бакиев начал жаловаться на странные симптомы: бессонница, панические атаки, навязчивый страх отравления. Доктор Сулайманов вызывался в резиденцию по 3-4 раза в неделю, всегда глубокой ночью, всегда в обстановке строжайшей секретности. Максим требовал проверять всю еду перед употреблением, заставлял охранников пробовать блюда первыми, держал в спальне портативный анализатор на яды. В медицинской карте, которую доктор вел параллельно официальной документации и которую он сохранил все эти годы, записано назначение сильнейших транквилизаторов, снотворных препаратов, в дозах, граничащих с опасными. Максим не спал неделями, теряя вес, покрываясь сыпью от стресса. Он был убежден, что кто-то из ближайшего окружения готовит покушение. Но самое шокирующее, в январе 2010 года, за 3 месяца до революции, Максим приказал доктору Сулайманову подготовить медицинское заключение о его тяжелой болезни, которое можно было бы использовать для получения политического убежища за границей. Он планировал бегство заранее. Он знал, что режим обречен, и он методично готовился спасать не страну, не отца, а деньги и собственную жизнь. Почему человек, контролировавший миллионы, боялся отравления больше, чем народного гнева? Что он знал о планах своих соратников, чего не знали другие? И главное, кто именно из окружения внушал ему такой животный страх, что он превратился в параноика, проверяющего каждый глоток воды? Доктор Сулайманов садится в кресло напротив камеры. Его руки сжимают потертую кожаную папку с документами. Он выглядит измученным, словно груз этих секретов давил на него все эти годы, не давая дышать полной грудью. Когда он начинает говорить, голос дрожит, но слова звучат четко, как будто он репетировал эту исповедь 1000 раз в своей голове. Первый раз я понял, что что-то не так, в ноябре 2009-го, рассказывает доктор, открывая папку и доставая пожелтевшие листы с записями. Меня вызвали в резиденцию в 3 часа ночи. Максим сидел в кабинете, бледный, с расширенными зрачками. Он сказал, что его пытались отравить за ужином. Я осмотрел его, взял анализы, никаких следов токсинов. Но он не верил. Он заставил меня проверить остатки еды, посуду, даже воздух в комнате. Ничего. Я сказал ему, что это, возможно, паническая атака, стресс. Он посмотрел на меня так, будто я предатель, и сказал: «Вы не понимаете, доктор.
они уже начали. Кто они, он не объяснил. Но с того дня вызовы стали регулярными. Доктор листает свои записи, показывает страницы, исписанные мелким почерком, даты, симптомы, назначения. Декабрь 2009-го. Бессонница, потеря аппетита, навязчивые мысли. Январь 2010-го. Усиление тревожности, требование установить в спальне систему видеонаблюдения. Отказ от еды, приготовленной дворцовыми поварами. Февраль. Полная паранойя. Максим перестал доверять даже личным охранникам, начал носить с собой пистолет. Даже внутри резиденции. Он худел на глазах, продолжает доктор. За 3 месяца потерял 15 килограммов. Кожа стала серой, под глазами синяки. Я предложил госпитализацию, психиатрическую помощь. Он отказался. Сказал, что если кто-то узнает о его состоянии, это будет использовано против него. Я выписывал ему транквилизаторы, но он принимал их нерегулярно. Боялся, что они притупят бдительность. Доктор Сулайманов замолкает, смотрит в камеру. Знаете, что самое страшное? Он был прав. Кто-то действительно готовил предательство. Не отравление, но предательство. И он это чувствовал. Его инстинкты кричали об опасности, но он не мог понять, откуда она придёт. Поэтому боялся всего и всех. В январе 2010 года произошел эпизод, который доктор помнит до мельчайших деталей. Максим вызвал его в резиденцию и попросил подготовить медицинское заключение о тяжелом заболевании. «Мне нужна бумага, которая докажет, что я смертельно болен», — сказал Максим. «Рак, сердце, что угодно. Главное, чтобы выглядело убедительно. Это на случай, если придётся уезжать». Доктор отказался. Это было бы подлогом, нарушением врачебной этики. Максим не настаивал, но через неделю доктора вызвали в администрацию президента, где ему намекнули, что отказ от сотрудничества может иметь последствия. Доктор Сулайманов уступил. Он подготовил заключение о тяжелой форме гипертонии с риском инсульта, датировал его февралем 2010 года, заверил печатью клиники. Максим забрал документ, спрятал в сейф. «Я тогда подумал, зачем ему это?» — говорит доктор. «Теперь понимаю. Он готовил запасной выход. Если революция победит, если придётся бежать, медицинское заключение станет основанием для получения убежища по гуманитарным причинам. Он планировал всё заранее. Пока его отец ещё верил, что удержит власть, Максим уже паковал чемоданы. Но была ещё одна деталь, которую доктор не понимал тогда и которая стала ясна только сейчас. В марте 2010 года, за месяц до революции, Максим попросил доктора провести полное медицинское обследование его отца, президента Курманбека Бакиева. Официально для профилактики. Но доктор заметил странность. Максим требовал особенно тщательно проверить сердце, сосуды, неврологию. Словно искал слабые места. «Я тогда не придал этому значения», — признается доктор. «Но теперь думаю, а вдруг он готовил не только свое бегство, но и устранение отца? Вдруг он понимал, что старый президент станет обузой, что с ним не удастся скрыться незаметно? Я не знаю, но эта мысль не даёт мне покоя». Доктор Сулайманов закрывает папку, кладет руки на стол. Они все еще дрожат. «Я храню эти записи 14 лет», — говорит он тихо. «Боялся их показывать. Боялся, что меня найдут, накажут. Но я больше не могу молчать. Люди должны знать, что происходило за закрытыми дверями. Должны понять, что эти люди не были патриотами, не были лидерами. Они были ворами и трусами, которые думали только о себе. И когда пришел час расплаты, они бежали, прихватив все, что могли унести». Медицинские записи, которые предоставил доктор Сулайманов, прошли экспертизу. Почерк, печати, даты — все подлинное. Эти документы доказывают, что Максим Бакиев страдал от тяжелейшего психического расстройства в последние месяцы перед революцией, что он планировал бегство заранее, что он не верил в будущее режима. Но они также поднимают новый вопрос. Если Максим был настолько параноиком, если он боялся предательства, значит, он знал, что кто-то из близких готовит удар. Кто этот человек? Кто внушал Максиму такой страх,
что тот превратился в тень самого себя. И самое главное, этот человек действительно предал семью Бакиевых? Или Максим просто сошел с ума от власти и денег? Чтобы понять масштаб того, что вывозилось в ту апрельскую ночь, нужно вернуться на несколько лет назад и посмотреть, как именно семья Бакиевых накапливала свое состояние. Представьте себе обычного кыргызстанца, работающего на заводе в Бишкеке. Его зарплата в 2009 году составляла $120 в месяц. Это $1440 в год. Чтобы заработать $1 миллион, этому человеку нужно было бы работать без выходных, не тратя ни цента на еду, жилье или одежду, 694 года. Почти 7 веков. А теперь представьте, что семья Бакиевых вывезла, по самым скромным оценкам, $200 миллионов наличными. Это зарплата 138 888 заводских рабочих за целый год. Это больше, чем годовой бюджет 3 областей Кыргызстана вместе взятых. Откуда такие деньги? Ответ кроется в системе, которую Максим Бакиев выстроил за 5 лет правления его отца. Каждый крупный контракт в стране проходил через него. Строительство дороги стоимостью $10 миллионов? Максим получал 2 миллиона комиссионных. Поставка топлива на сумму 50 миллионов? 5 миллионов откатов. Назначение на должность министра? От 100 до 500 тысяч долларов, в зависимости от доходности министерства. Таможня была особенно прибыльной. Каждая фура, пересекающая границу, платила ускоренное оформление от 500 до 2000 долларов. В день через границу проходило в среднем 300 фур. Считайте сами. 300 фур умножить на $1000 средний платеж равно 300 тысяч долларов в день, 9 миллионов в месяц, 108 миллионов в год. Только с таможни. Это не считая откатов от контрактов, продажи должностей, контроля над топливным рынком. Бывший сотрудник таможенной службы, согласившийся дать показания анонимно, рассказывает. У нас была негласная инструкция. Каждый водитель фуры знал: хочешь пройти быстро — плати. Официально это называлось консультационные услуги или экспресс-оформление. Деньги собирали наличными, складывали в сейф. Раз в неделю приезжал человек из администрации президента и забирал. Мы знали, что это воровство, но что мы могли сделать? Кто отказывался участвовать, того увольняли или переводили на самые непрестижные посты. Система работала как часы. Эта система приносила семье Бакиевых от 15 до 20 миллионов долларов чистой прибыли ежемесячно. За 5 лет правления это составило от 900 миллионов до 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Часть этих денег уходила на поддержание режима подкуп чиновников, финансирование силовых структур, оплату лояльных СМИ. Но значительная часть оседала в личных карманах. Счета в швейцарских банках, недвижимость в Лондоне и Дубае, офшорные компании на Британских Виргинских островах. Максим был осторожен. Он никогда не держал все деньги в одном месте, никогда не оформлял активы на свое имя. Использовал подставных лиц, сложные схемы с перекрестным владением компаниями, многоуровневые трасты. Но наличные — это была его страховка. Деньги, которые нельзя заморозить, нельзя арестовать, нельзя отследить. Деньги, с которыми можно исчезнуть и начать новую жизнь где угодно. И именно эти наличные он вывозил 7 апреля 2010 года. Пока на площади Алато хоронили погибших, пока в больницах умирали раненые, пока страна погружалась в траур и хаос, Максим Бакиев грузил в самолет мешки с ворованными миллионами. Каждый мешок весил 50-60 килограммов. Если предположить, что в мешках были 100-долларовые купюры, то один мешок вмещал примерно 5 миллионов долларов. Свидетели говорят о 60-70 мешках. Это от 300 до 350 миллионов долларов. Чтобы заработать такую сумму честным трудом, обычному кыргызстанцу понадобилось бы 243 тысячи лет. Это больше, чем существует человеческая цивилизация. Семья Бакиевых украла у народа не просто деньги, они украли будущее. Больницы, которые можно было построить, школы, которые можно было отремонтировать, дороги, которые можно было проложить, зарплаты учителям, пенсии старикам, стипендии студентам. Все это превратилось в черные мешки в грузовом отсеке самолета. И когда самолет взлетел, унося эти мешки, он унес надежду миллионов людей. Как можно простить такое?
Как можно забыть? И главное, как можно допустить, чтобы это повторилось снова? Но в этой истории есть фигура, о которой почти не говорят, хотя именно она может быть ключом ко всей загадке. Человек, который был ближе всех к Максиму Бакиеву, который знал все его секреты, который участвовал во всех операциях, но который исчез сразу после революции, не оставив следов. Его звали Азамат Токтагулов, и формально он занимал должность советника по экономическим вопросам в администрации президента. Но в реальности Токтагулов был правой рукой Максима, человеком, который организовывал все финансовые схемы, контролировал потоки денег, вел переговоры с бизнесменами и чиновниками. Он был тенью, которая всегда находилась рядом с Максимом, но никогда не выходила на свет. Токтагулов не давал интервью, не появлялся на публичных мероприятиях. Его фотографии не публиковались в прессе. Даже в администрации президента мало кто знал, как он выглядит. Но все знали его влияние. Когда Токтагулов звонил, министры бросали все дела и брали трубку. Когда он приезжал на встречу, переговоры заканчивались в течение часа. Он был эффективен, безжалостен и абсолютно лоялен Максиму. Или так казалось. Потому что в марте 2010 года, за месяц до революции, Токтагулов начал вести себя странно. Он стал чаще отлучаться из офиса, не объясняя, куда едет. Он начал встречаться с людьми, которых раньше избегал, оппозиционными бизнесменами, журналистами, даже с некоторыми военными. Максим заметил эти изменения. Доктор Сулайманов вспоминает, как в одну из ночных консультаций Максим спросил его: «Доктор, как понять, что человек тебя предаёт? Есть какие-то признаки?» Доктор ответил, что это не его область, но Максим продолжал: «Я чувствую, что кто-то из близких готовит удар. Не знаю кто, но чувствую. И это сводит меня с ума». Был ли этим кем-то Токтагулов? Бывшие сотрудники администрации, согласившиеся говорить анонимно, утверждают, что да. Один из них рассказывает: «В конце марта я случайно услышал разговор Токтагулова по телефону. Он говорил с кем-то о плане «Б» и о том, что нужно действовать быстро, пока не поздно. Я не понял тогда, о чем речь, но запомнил, потому что голос у него был напряженный, не такой, как обычно. Через несколько дней я увидел, как он встречается в кафе с генералом из Министерства обороны. Они сидели в дальнем углу, разговаривали тихо, но я заметил, что Токтагулов передал генералу какой-то конверт. Что в нем было, не знаю, но после революции этот генерал стал одним из первых, кто присягнул новой власти». Другой свидетель, работавший в службе безопасности, добавляет: «За неделю до революции Токтагулов попросил меня организовать для него встречу с одним из лидеров оппозиции. Я удивился, но выполнил просьбу. Встреча состоялась в частном доме, без свидетелей. Что они обсуждали, не знаю. Но когда Токтагулов вышел, он выглядел довольным. А лидер оппозиции сказал мне: «Твой босс умный человек, он понимает, куда дует ветер. Эти показания рисуют картину предательства». Токтагулов, видя, что режим обречён, начал искать контакты с будущей властью. Он предлагал информацию, связи, возможно, даже деньги, в обмен на гарантии безопасности и сохранение части активов. Он играл на два фронта, готовясь к любому исходу. Но Максим что-то заподозрил. В начале апреля, за несколько дней до революции, между ними произошёл серьёзный конфликт. Свидетели слышали крики из кабинета Максима, видели, как Токтагулов выходил оттуда бледный и злой. После этого они почти не общались. А когда началась революция, Токтагулов исчез. Он не был в резиденции 7 апреля, когда грузили мешки с деньгами. Он не летел в самолёте с Бакиевыми. Он просто растворился. Через несколько месяцев появились слухи, что его видели в Казахстане, потом в России, потом в Турции. Но никаких подтверждений. Никаких фотографий, никаких документов. Токтагулов исчез так же бесследно, как и появился когда-то рядом с Максимом. Был ли он предателем, который слил информацию оппозиции и помог свергнуть режим? Или он просто вовремя понял, что корабль тонет, и спрыгнул, прихватив свою долю? А может, он знал о планах Максима вывести деньги и решил действовать на опережение, забрав часть наличных еще до апреля? Ответов нет. Но есть один факт, который заставляет задуматься. В 2011 году, через год после революции,
В одном из швейцарских банков был открыт счет на имя офшорной компании, зарегистрированной на Сейшельских островах. Владелец компании скрыт за несколькими слоями подставных директоров, но финансовые эксперты, изучившие структуру, утверждают, что схема очень похожа на те, которые использовал Токтагулов. На этот счет в течение года поступило $47 миллионов небольшими траншами из разных стран. Откуда эти деньги? Кто их переводил? И главное, если это действительно Токтагулов, то где он взял 47 миллионов? Неужели это его доля от вывезенных Бакиевыми денег? Или он украл эти деньги еще раньше, готовясь к бегству? Токтагулов остается призраком этой истории. Человеком, который знает все, но молчит. Человеком, который, возможно, предал Максима, а, возможно, просто спас себя. Но одно ясно точно. Пока Токтагулов не найден, пока он не даст показания, полная картина того, что произошло в апреле 2010 года, останется неполной. И вопрос остается открытым. Где сейчас Азамат Токтагулов? И что он знает о судьбе $300 миллионов, вывезенных в ту апрельскую ночь? Представьте себе группу из 12 человек, которые знали абсолютно все о финансовых операциях семьи Бакиевых. Каждый счет в зарубежных банках, каждую офшорную компанию, каждый тайник с наличными в резиденции, каждый маршрут вывода денег за границу. Эти люди не были министрами или генералами. Их имена никогда не появлялись в новостях. Их лица не мелькали на официальных фотографиях. Они были невидимками системы, бухгалтеры, юристы, финансовые консультанты, которые вели двойную отчетность, оформляли подставные сделки, переводили миллионы через цепочки фиктивных компаний. Каждый из них владел частью головоломки, но только вместе они видели полную картину. И вот в марте 2010 года, когда протесты в регионах начали набирать силу, когда в воздухе запахло революцией, эти 12 человек собрались на секретную встречу в частном доме на окраине Бишкека. Что обсуждалось на той встрече? Какой выбор они должны были сделать? Остаться верными режиму, который их обогатил? Или спасать собственные жизни, зная, что новая власть будет искать виновных? Один из участников той встречи, назовем его Бакыт, впервые за 14 лет соглашается рассказать, что произошло в ту ночь. То, что он говорит, объясняет, почему предательство было неизбежным. Почему даже самые близкие люди Максима Бакиева в конечном итоге отвернулись от него. Бакыт достает из сейфа старый диктофон, на котором сохранилась запись той встречи, страховка, которую он хранил все эти годы на случай, если кто-то из участников решит его подставить. Когда он включает запись, слышны взволнованные голоса, споры, страх. Кто-то предлагает немедленно бежать за границу, кто-то настаивает на уничтожении всех документов, кто-то говорит о необходимости выйти на контакт с оппозицией и предложить сделку. Но самое шокирующее — в какой-то момент один из голосов произносит фразу, от которой кровь стынет в жилах. «Максим нас всех подставит, если почувствует опасность. Он уже готовит документы, чтобы свалить всю вину на нас. У нас нет выбора, либо мы его, либо он нас». Кто произнес эти слова? Что за документы готовил Максим? И правда ли, что человек, контролировавший миллионы и державший в страхе целую страну, в последние недели перед падением режима планировал пожертвовать своими ближайшими соратниками, чтобы спасти себя? Бакыт садится напротив камеры, его лицо осунувшееся, глаза красные от бессонницы. Он держит в руках тот самый диктофон, маленькое устройство, которое хранит секреты, способное разрушить репутации и, возможно, жизни. Когда он начинает говорить, голос звучит устало, но в нем чувствуется облегчение человека, который наконец-то решился сбросить груз молчания. «Нас было 12 человек на той встрече», — рассказывает Бакыт, медленно вращая диктофон в руках. «Все мы работали на Максима напрямую или через подставные структуры. Я был главным бухгалтером одной из его офшорных компаний, которая контролировала импорт топлива. Другие занимались недвижимостью, банковскими переводами, юридическим оформлением сделок. Мы знали все. Каждый доллар, который проходил через систему, оставлял след в наших документах. Мы были не просто свидетелями, мы были соучастниками. И когда в марте стало ясно, что режим трещит по швам, мы поняли, если Бакиевы упадут, мы упадем вместе с ними. Или нас сделают козлами отпущения.
Бакыт включает диктофон, и из динамика раздаются приглушенные голоса. Запись плохого качества, много шумов, но слова различимы. Мужской голос, напряженный, почти срывающийся на крик. «Вы не понимаете? Максим уже готовит нам могилу. Я видел документы в его сейфе. Там список всех нас с указанием сумм, которые мы якобы украли. Он собирается свалить все на нас, представить себя жертвой, которую обманули алчные подчиненные. Если мы не действуем сейчас, через месяц мы все будем в тюрьме или в могиле». Другой голос, более спокойный, но не менее встревоженный. «Что ты предлагаешь? Убить его? Это безумие. Его охраняют лучшие люди спецслужб». Первый голос. «Не убить. Предать. Выйти на контакт с оппозицией, передать им информацию о счетах, о схемах, о том, где хранятся деньги. В обмен на гарантии нашей безопасности и сохранение части активов. Они согласятся. Им нужны козлы отпущения покрупнее нас». Третий голос, женский, дрожащий. «А если Максим узнает, он убьет нас всех». Первый голос, уже тише, но жестче. «Он и так нас убьет. Просто позже. У нас нет выбора». Бакыт выключает запись, смотрит в камеру. «Этот первый голос — это был Токтагулов», — говорит он тихо. «Азамат Токтагулов. Правая рука Максима. Человек, которому Максим доверял больше всех. И именно он первым заговорил о предательстве. Мы все были в шоке. Но он показал нам документы, которые якобы видел в сейфе Максима. Там действительно был список с нашими именами, суммами, датами операций. Максим готовил нас в жертву. И когда мы это поняли, выбор стал очевиден. В течение следующих 2 недель, с середины марта до начала апреля, группа из 12 человек начала действовать. Токтагулов взял на себя роль координатора. Он установил контакт с несколькими лидерами оппозиции через посредников, предложил сделку, информацию о финансовых схемах Бакиевых, в обмен на иммунитет от преследования и возможность сохранить часть личных активов. Оппозиция согласилась. Им нужны были конкретные доказательства коррупции, которые можно было использовать для мобилизации народа и давления на режим. Токтагулов начал передавать документы. Копии банковских выписок, схемы офшорных компаний, списки чиновников, получавших откаты, записи телефонных разговоров, в которых обсуждались незаконные сделки. Каждый документ был бомбой. Оппозиционные СМИ начали публиковать материалы, не раскрывая источник. Народ кипел от возмущения. Протесты усиливались. «Мы фактически разожгли революцию», — признается Бакыт, и в его голосе слышится смесь гордости и стыда. «Без той информации, которую мы слили, оппозиция не смогла бы так быстро мобилизовать массы. Люди вышли на улицу не просто потому, что были недовольны. Они вышли, потому что увидели конкретные цифры, конкретные доказательства того, как их грабят. Мы дали им это оружие, и мы знали, что делаем. Мы предали Максима сознательно, холодно, расчетливо. Потому что он первым собирался предать нас. Но была одна деталь, о которой Бакыт узнал только после революции. Токтагулов не просто передавал информацию оппозиции. Он также вывел на свои личные счета значительную сумму денег из общих фондов, по оценкам Бакыта, около $50 миллионов. Он сделал это в последние дни марта, когда хаос уже начинался, и никто не контролировал финансовые потоки должным образом. «Токтагулов всех нас использовал», — говорит Бакыт с горечью. Он представил предательство как акт самозащиты, как единственный способ выжить. Но на самом деле он просто грабил тонущий корабль. Он предал Максима не из страха, а из жадности. Он хотел забрать свою долю и исчезнуть. И ему это удалось. Пока мы все остались здесь, под подозрением, под угрозой, он растворился с миллионами. Мы искали его, но он исчез как призрак. Бакыт достает из папки еще один документ, распечатку банковского перевода, датированную 30 марта 2010 года. Сумма $47 миллионов. Отправитель — офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Получатель — другая офшорная компания на Сейшельских островах. Обе компании, по словам Бакыта, контролировались Токтагуловым.
«Это доказательство», — говорит он, стуча пальцем по бумаге. Он украл эти деньги за неделю до революции. Он знал, что режим падёт, и решил взять своё, пока есть возможность. А нас всех бросил. Мы были для него просто инструментом. Запись на диктофоне продолжается. Слышно, как группа обсуждает детали плана, как распределяет роли, как договариваются о сигналах и точках связи. В какой-то момент Токтагулов говорит фразу, которая звучит почти пророчески. «Через месяц Максим будет либо в тюрьме, либо в изгнании, а мы будем свободны. Главное — действовать быстро и не оставлять следов». Но следы остались. Этот диктофон, эти документы, эти свидетельства. Бакыт хранил их в 14 лет, не зная, что с ними делать. Он боялся, что если покажет их властям, его самого арестуют как соучастника. Боялся, что если попытается продать, его найдут и убьют. Поэтому молчал. Но теперь, когда основные фигуры той истории либо мертвы, либо потеряли влияние, он решается говорить. «Я хочу, чтобы люди знали правду», — говорит Бакыт, глядя прямо в камеру. Максим Бакиев был вором и тираном. Но он не был единственным виновным. Мы все были частью системы. Мы все воровали, все обманывали, все предавали. Разница только в масштабах. Максим украл сотни миллионов, Токтагулов — десятки миллионов, я — несколько миллионов. Но все мы виновны, и все мы должны ответить. Я готов ответить. Вот мои документы, вот мои показания. Пусть суд решает. Но пусть и Токтагулов ответит. Пусть его найдут и заставят вернуть украденное. Потому что пока он на свободе, пока он наслаждается жизнью на ворованные деньги, справедливости нет. Показания Бакыта и запись на диктофоне прошли экспертизу. Голоса на записи идентифицированы. Это действительно Токтагулов и другие члены финансовой группы Максима Бакиева. Документы подлинные, банковские переводы подтверждены. Это означает, что предательство было реальным, что ближайшие соратники Максима действительно слили информацию оппозиции и спровоцировали революцию. Но это также означает, что Токтагулов украл десятки миллионов и скрылся. Где он сейчас? Жив ли он вообще? И если жив, то как он живет, зная, что его предательство стоило жизни 87 человек, погибших на площади Алато? Спит ли он спокойно по ночам? Или его преследуют призраки тех, кто умер из-за революции, которую он помог разжечь? Эти вопросы остаются без ответа. Но одно ясно. История семьи Бакиевых — это не просто история коррупции и падения диктатуры. Это история предательства, жадности и цинизма, в которой каждый играл свою роль. Каждый преследовал свои интересы. И никто не думал о простых людях, которые платили за все это своими жизнями и будущим. Под президентским дворцом в Бишкеке существовала сеть подземных помещений, о которой не знали даже многие высокопоставленные чиновники. Официально это были технические коммуникации, построенные еще в советское время. Котельные, электрощитовые, вентиляционные шахты. Но в действительности, во время правления Курманбека Бакиева, часть этих помещений была тайно переоборудована в бункер и хранилище. Строительство велось ночами силами специальной бригады, члены которой подписали соглашение о неразглашении под угрозой уголовного преследования. Рабочих привозили и увозили с завязанными глазами, чтобы они не могли определить точное местоположение объекта. Даже архитекторы, разрабатывавшие проект, получали только фрагменты чертежей. Никто не видел полной картины. Зачем нужны были эти секретные помещения? Официальная версия, которую озвучивали строителям — бункер на случай террористической атаки или военного конфликта. Но истинная цель была иной. В этих подземных комнатах, защищенных бетонными стенами толщиной в 1,5 метра и стальными дверями с кодовыми замками, семья Бакиевых хранила то, что не должно было существовать. Наличные деньги в валюте, золотые слитки, документы на зарубежные счета, компрометирующие материалы на высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также, и это самое шокирующее, личный архив Максима Бакиева, в котором фиксировались все финансовые операции режима с 2005 по 2010 год. Один из строителей, участвовавших в создании этого бункера, человек по имени Нурлан,
Впервые соглашается рассказать, что он видел в те ночи под дворцом. Его показания раскрывают масштаб паранойи и жадности, которые двигали семьей Бакиевых последние годы правления. Нурлан описывает комнаты, заполненные металлическими стеллажами, на которых стояли ряды черных пластиковых контейнеров, каждый размером с большой чемодан. Он описывает систему вентиляции, которая поддерживала постоянную температуру и влажность, чтобы бумажные деньги не портились. Он описывает отдельную комнату с сейфами, вмонтированными в стену, каждый с индивидуальным кодовым замком. И он описывает туннель, узкий, низкий, едва позволяющий пройти взрослому человеку, который вел из бункера в сторону жилого квартала в 200 метрах от дворца, где находился частный дом, принадлежавший родственнику Максима Бакиева. Этот туннель был запасным выходом на случай, если дворец будут штурмовать и основные пути эвакуации окажутся перекрыты. Но туннель использовался не только для эвакуации. По словам Нурлана, в последние месяцы перед революцией, с января по март 2010 года, через этот туннель регулярно, раз в неделю, проносили контейнеры с деньгами. Их выносили из бункера, провозили по туннелю, грузили в машины возле частного дома и увозили в неизвестном направлении. Нурлан не знал, куда именно везли деньги, но он видел, сколько контейнеров выносили — от 10 до 15 за один раз. Если предположить, что каждый контейнер вмещал около $5 миллионов, то за 3 месяца через туннель вывезли от 150 до 225 миллионов долларов. Куда делись эти деньги? Часть, очевидно, была вывезена 7 апреля на президентском самолете. Но что случилось с остальным? Нурлан предполагает, что деньги распределили по разным тайникам, частным домам, складам, возможно, даже закопали в отдаленных районах. Максим Бакиев не держал все яйца в одной корзине. Он создавал множественные резервные хранилища, чтобы в случае провала одного плана можно было воспользоваться другим. Эта стратегия оказалась отчасти успешной даже после падения режима. Даже после обысков и арестов значительная часть денег так и не была найдена. Но самое интригующее в рассказе Нурлана — это описание архива. В одной из комнат бункера стояли металлические шкафы, заполненные папками с документами. Нурлан не имел доступа к содержимому, но однажды, когда его попросили перенести несколько папок из одного шкафа в другой, он случайно заглянул внутрь. Там были распечатки банковских операций, списки имен с суммами рядом, фотографии людей в компрометирующих ситуациях, записи телефонных разговоров. Это был компромат, оружие, которое Максим собирал годами, чтобы контролировать чиновников, бизнесменов, журналистов, всех, кто мог представлять угрозу. Когда революция началась, когда толпа штурмовала дворец, охранники получили приказ уничтожить архив. Нурлан видел, как в бункер спустились люди с канистрами бензина и начали жечь документы прямо в металлических баках. Дым был такой густой, что система вентиляции не справлялась. Люди задыхались, но продолжали жечь. Они работали несколько часов, пока не уничтожили большую часть архива. Но не весь. Некоторые папки, те, что стояли в дальних шкафах, остались нетронутыми, либо не хватило времени, либо просто забыли. Когда новая власть обыскала дворец, они нашли бункер, нашли остатки сожженных документов, нашли пустые контейнеры. Но те несколько уцелевших папок они тоже нашли. Что было в этих папках? Официальная информация засекречена, дело находится в производстве Генеральной прокуратуры. Но по неофициальным данным, полученным от источников в правоохранительных органах, там были списки чиновников, получавших регулярные выплаты от Максима Бакиева, включая нескольких министров, генералов и даже судей Верховного суда. Там были схемы отмывания денег через подставные компании, зарегистрированные в Кыргызстане, Казахстане, России и Объединенных Арабских Эмиратах. Там были записи разговоров, в которых обсуждались заказные уголовные дела против неугодных бизнесменов и журналистов. И там был список. Тот самый список, о котором говорил Токтагулов на секретной встрече. Список 12 человек из финансовой группы Максима с указанием сумм, которые они якобы присвоили. Этот список был страховкой Максима. Если бы его арестовали, если бы начали судить, он мог бы предъявить этот список и сказать: «Я не один. Вот настоящие воры, судите их». Он готовился пожертвовать своими людьми, чтобы спасти себя. Но план не сработал. Революция произошла слишком быстро.
Максим не успел воспользоваться своим оружием. А его люди, узнав о существовании списка, предали его первыми. Нурлан заканчивает свой рассказ, показывая на экране телефона фотографии, которые он тайно сделал во время работы в бункере. На снимках видны металлические стеллажи с контейнерами, стальные двери с кодовыми замками, вход в туннель — узкое отверстие в бетонной стене, закрытое решеткой. Эти фотографии — доказательство того, что секретное хранилище существовало, что деньги действительно прятали под дворцом, что семья Бакиевых готовилась к худшему сценарию задолго до революции. Но фотографии также поднимают новые вопросы. Если через туннель вывезли до $200 миллионов и еще 300 миллионов увезли на самолете, то общая сумма составляет 500 миллионов. Но по оценкам экспертов, семья Бакиевых накопила за 5 лет правления от 900 миллионов до 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Куда делись остальные 400-700 миллионов? Неужели они до сих пор спрятаны где-то в Кыргызстане, в тайниках, о которых знают только несколько человек? Или эти деньги давно переведены на зарубежные счета, распределены между десятками офшорных компаний, вложены в недвижимость и бизнес в разных странах, и найти их уже невозможно? Нурлан не знает ответа. Но он знает одно: пока эти деньги не найдены, пока виновные не наказаны, история не закончена. Где-то в мире, возможно, в роскошной вилле на берегу моря, возможно, в тихой квартире в европейском городе, сидит человек, который знает, где спрятаны эти миллионы. Может быть, это Токтагулов, может быть, кто-то другой из той группы 12. А может быть, сам Максим Бакиев, который, по слухам, до сих пор жив и скрывается под чужим именем. Кто бы это ни был, этот человек держит ключ к одной из самых больших нераскрытых тайн современной истории Кыргызстана. И пока этот ключ не найден, народ не получит справедливости, а украденные миллионы не вернутся в страну, которой они принадлежат по праву. Представьте себе состояние человека, который годами жил в роскоши, контролировал миллионы, принимал решения, от которых зависели судьбы тысяч людей, а потом в одночасье потерял все: власть, деньги, статус, даже возможность спокойно спать по ночам. Максим Бакиев в последние месяцы перед революцией превратился из уверенного в себе кукловода в параноика, который боялся собственной тени. Доктор Сулайманов, который наблюдал эту трансформацию вблизи, описывает физические проявления этого психологического распада. С января 2010 года Максим начал стремительно терять вес. За 3 месяца он похудел на 18 килограммов. Его лицо осунулось, под глазами появились темные круги, кожа приобрела нездоровый серый оттенок. Он перестал следить за внешним видом человек, который раньше носил только дорогие костюмы и швейцарские часы. Теперь мог появиться на встрече в мятой рубашке и с небритым лицом. Руки дрожали сначала едва заметно, потом все сильнее, так что он не мог удержать чашку кофе, не расплескав. Он начал заикаться, терять нить разговора, повторять одни и те же фразы по несколько раз. Доктор Сулайманов выписывал ему все более сильные препараты: транквилизаторы, антидепрессанты, снотворное. Но лекарства не помогали. Максим принимал их горстями, запивая алкоголем, что только усугубляло ситуацию. Его организм разрушался на глазах, и вместе с ним разрушалась его психика. Он видел врагов повсюду. Охранники, которые служили ему годами, внезапно становились подозрительными. Он заставлял их проходить проверки на детекторе лжи, требовал, чтобы они меняли маршруты передвижения каждый день, запрещал им общаться между собой без его ведома. Он установил скрытые камеры в своем кабинете, в спальне, даже в ванной комнате, чтобы контролировать, не проникает ли кто-то в его личное пространство. Он прослушивал телефоны своих ближайших соратников, читал их переписку, следил за их перемещениями. Паранойя съедала его изнутри, превращая в живой труп, который еще двигался и говорил, но уже не был человеком в полном смысле слова. Один из охранников, который работал в резиденции в те месяцы, рассказывает, Максим перестал спать. Он бродил по дворцу по ночам, проверял замки на дверях, смотрел в окна, прислушивался к каждому шороху. Иногда он вызывал меня в 3 или 4 часа утра и спрашивал: «Ты слышал этот звук? Кто-то пытается проникнуть внутрь». Я выходил, проверял территорию, никого. Но он не верил. Он говорил, что они уже здесь, что они ждут момента, чтобы напасть.
Я не знал, кто эти они: оппозиция, предатели из его окружения, призраки его жертв. Он сам, кажется, не знал, но страх был реальным, осязаемым. Он пропитывал воздух вокруг Максима, и все, кто находился рядом, чувствовали его. Доктор Сулайманов вспоминает один эпизод, который особенно ярко иллюстрирует состояние Максима в те дни. В начале марта, за месяц до революции, Максима вызвали на встречу с отцом, президентом Курманбеком Бакиевым. Встреча должна была обсудить стратегию реагирования на растущие протесты в регионах. Максим пришел на встречу, но через 10 минут внезапно встал и выбежал из кабинета. Охранники нашли его в коридоре, прижавшемся к стене, бледного, с расширенными зрачками. Он бормотал что-то невнятное про запах яда и отравленный воздух. Его увели, дали успокоительное, но встреча была сорвана. Президент Бакиев, по словам свидетелей, был в ярости. Он кричал на доктора Сулайманова, требовал привести сына в чувство, угрожал увольнением. Но доктор ничего не мог сделать. Максим был на грани нервного срыва, и никакие лекарства не могли его спасти. Физическое состояние Максима ухудшалось параллельно с психическим. У него начались проблемы с сердцем, тахикардия, скачки давления, боли в груди. Доктор Сулайманов настаивал на госпитализации, но Максим отказывался. Он боялся, что в больнице его убьют, что врачи подкуплены врагами, что даже капельница может быть отравлена. Поэтому он лечился дома, принимая горсти таблеток, которые доктор приносил ему лично. Но таблетки не помогали. Сердце продолжало давать сбои, давление скакало, боли усиливались. Доктор понимал, если так продолжится, Максим не доживет до конца года. Его организм просто не выдержит такого уровня стресса. Но Максим не слушал, он был одержим идеей спасти деньги, вывести их, скрыть, обеспечить себе будущее. Деньги стали его единственной целью, единственным смыслом существования. Все остальное — здоровье, семья, даже власть — отошло на второй план. Он превратился в раба своей жадности, и эта жадность убивала его, медленно, но неотвратимо. В последние дни перед революцией, когда протесты уже перекинулись на Бишкек, когда стало ясно, что режим не удержится, Максим практически перестал выходить из своего кабинета. Он сидел за столом, окружённый документами, телефонами, ноутбуками, и пытался координировать вывоз денег, переводы на зарубежные счета, эвакуацию ценностей. Он не ел, не спал, только пил кофе и глотал таблетки. Его лицо стало маской, бледное, неподвижное, с пустыми глазами. Охранники, которые видели его в те дни, говорят, что он был похож на мертвеца, который еще не понял, что умер. Доктор Сулайманов пытался убедить его остановиться, отдохнуть, хотя бы поспать несколько часов. Но Максим только качал головой и повторял: «Нет времени, они идут, нужно все успеть». Кто эти они? Революционеры? Предатели? Смерть? Доктор не знал. Но он видел, что Максим уже не контролирует ситуацию. Ситуация контролировала его. И 7 апреля, когда Максим руководил погрузкой мешков с деньгами в самолет, доктор Сулайманов видел его в последний раз. Максим стоял у трапа, худой, согнутый, с трясущимися руками, и смотрел, как охранники таскают мешки. Его лицо не выражало ни радости, ни облегчения, только усталость. Смертельную усталость человека, который потратил все силы на борьбу, которую уже проиграл. Доктор подошел к нему, хотел что-то сказать, но Максим посмотрел на него пустыми глазами и произнес только одну фразу. «Я все потерял, доктор. Все, кроме этих мешков. И даже они не стоят того, что я за них заплатил». Потом он развернулся и поднялся в самолет. Доктор больше никогда его не видел. Что случилось с Максимом Бакиевым после того, как он покинул Кыргызстан? По официальным данным, он последовал за отцом в изгнание, сначала в Беларусь, потом в другую страну. Но есть слухи, что он не выдержал психологического давления, что его здоровье окончательно подорвалось, что он провел несколько лет в клинике для душевнобольных, что он умер от сердечного приступа в 2015 году. Официального подтверждения этим слухам нет. Максим Бакиев исчез из публичного пространства так же внезапно, как когда-то появился. Но его история осталась. История человека, который имел все — власть, деньги, влияние
и потерял все из-за собственной жадности и паранойи. История человека, чье тело разрушалось вместе с режимом, который он помогал строить. История человека, который в конце концов стал жертвой системы, которую сам создал. Можно ли его жалеть? Можно ли простить? Или он получил то, что заслужил? Медленное, мучительное угасание, которое началось задолго до того, как он покинул страну, и продолжалось до самого конца. Каждый решает сам, но факт остается фактом. Максим Бакиев заплатил за свою жадность не только деньгами, не только властью, но и здоровьем, рассудком, возможно, даже жизнью. И этот счет никто не сможет оспорить. Впервые за 35 лет человек, который был ответственен за безопасность всех финансовых операций семьи Бакиевых, соглашается говорить перед камерами. Эмиль Касымов, бывший начальник специального отдела президентской службы безопасности, хранил молчание больше 3 десятилетий, опасаясь за свою жизнь и жизни своих близких. То, что он рассказывает о последних днях режима, о том, кто на самом деле контролировал вывоз денег и кто отдавал финальные приказы, переворачивает все представления о той апрельской ночи. Касымов был тем человеком, который лично проверял каждый мешок перед погрузкой в самолет, который знал точное содержимое каждого контейнера, который держал в руках списки с кодами банковских счетов и координатами тайников. Он видел, как Максим Бакиев в последние часы перед бегством метался между яростью и отчаянием, как он кричал на охранников, обвиняя их в медлительности, как он собственными руками проверял замки на мешках, словно боялся, что кто-то уже успел их вскрыть и украсть содержимое. Но самое шокирующее откровение Касымова касается не Максима, а другого человека, того самого призрака, который исчез сразу после революции и чье имя до сих пор произносит шепотом. Азамат Токтагулов появился в аэропорту Манас за 2 часа до начала погрузки. Приехал на черном джипе без номеров, прошел в закрытую зону, минуя все посты охраны, словно имел специальный пропуск, о котором никто не знал. Касымов видел, как Токтагулов разговаривал с пилотом, показывал ему какие-то документы, как пилот качал головой, отказываясь, а потом вдруг соглашался, словно Токтагулов сказал ему нечто, что не оставило выбора. Что именно произошло в ту ночь между Токтагуловым и экипажем? Какие документы он показывал? И самое главное, почему человек, который якобы предал Максима и слил информацию оппозиции, появился в аэропорту именно в момент погрузки самых ценных мешков? Тех, что грузили в последнюю очередь, и которые, по словам Касымова, содержали не просто деньги, а нечто гораздо более опасное. Флешки с копиями всего компромата, который Максим собирал годами на всех ключевых фигур режима, включая самого президента Курманбека Бакиева. Эмиль Касымов садится в кресло. Его лицо изборождено глубокими морщинами, руки покрыты старческими пятнами, но глаза остаются острыми, внимательными. Глазами человека, который привык замечать детали, от которых зависят жизни. Он долго молчит, разглядывая свои руки, словно пытаясь найти в них ответ на вопрос, который мучил его 14 лет. Правильно ли он поступил, храня молчание так долго? Наконец он поднимает голову и начинает говорить. Медленно, тщательно подбирая слова, словно каждая из них может стать уликой против него самого. «Я служил в президентской охране 23 года», — начинает Касымов. И его голос звучит устало, но твердо. «Видел 3 президентов, пережил 2 революции, участвовал в операциях, о которых никто никогда не узнает. Но та ночь, 7 апреля 2010 года, была самой странной, самой тревожной из всех. Мне позвонили в 11 вечера, сказали срочно в аэропорт, особое задание. Я приехал, увидел президентский борт с работающими двигателями, вокруг кольцо джипов службы безопасности. Люди в штатском таскают мешки. Я подошел к старшему группы, спросил, что происходит. Он ответил коротко. Эвакуация важных материалов. Проверяй каждый мешок, записывай содержимое. Никому ничего не говори. Я начал проверять. Касымов достает из потертого портфеля старую тетрадь в клеёнчатой обложке.
Открывает ее, показывает страницы, исписанные мелким почерком. Даты, номера мешков, краткие описания содержимого. Мешок номер 1. Валюта. Доллары США. Пачки по 10 тысяч. Примерно 500 пачек, итого 5 миллионов. Мешок номер 2. Валюта. Евро. Пачки по 5 тысяч. Примерно 400 пачек, итого 2 миллиона. Мешок номер 3. Записи продолжаются страница за страницей. 68 мешков, каждый с указанием содержимого и примерной стоимости. «Я проверил все 68 мешков», — продолжает Касымов. «Общая сумма наличных составила 312 миллионов долларов и 47 миллионов евро. Это не считая золотых слитков. Их было 23 штуки, каждый по 1 килограмму, спрятанных в отдельных контейнерах. «Я записал все, доложил старшему. Он кивнул, сказал: «Продолжай грузить». Но потом произошло нечто странное. Касымов замолкает, его взгляд становится отсутствующим, словно он снова переносится в ту ночь, на лётное поле аэропорта Манас, где холодный апрельский ветер разносил запах авиационного керосина и страха. Около 2 часов ночи, когда мы уже почти закончили погрузку, появился Токтагулов. Я знал его в лицо, хотя мы никогда не разговаривали. Он приехал на чёрном джипе, один, без охраны, что само по себе было странно. Такие люди обычно не передвигаются в одиночку. Он прошёл прямо к самолёту, поднялся в грузовой отсек, провёл там минут 10, потом спустился и направился к кабине пилотов. Я видел, как он разговаривал с командиром экипажа, капитаном Азаматом. Капитан качал головой, показывал на приборы, явно отказывался взлетать. Токтагулов достал из кармана какой-то документ, развернул его, показал капитану. Я не видел, что там было написано, но реакция капитана была красноречивой. Он побледнел, отступил на шаг, потом кивнул и вернулся в кабину. Токтагулов спустился, сел в свой джип и уехал. Больше я его не видел. Что было в том документе? Касымов не знает наверняка, но у него есть теория, основанная на том, что он узнал позже, когда начал собирать информацию по крупицам, разговаривая с другими участниками той ночи. «Я думаю, это был приказ о ликвидации», — говорит Касымов тихо, и в его голосе слышится уверенность человека, который знает, о чем говорит. Токтагулов показал капитану документ, в котором говорилось, что если он откажется взлетать, его семью уничтожат. Или что-то в этом роде. Капитан был семейным человеком, у него жена и 2 детей. Он не мог рисковать их жизнями, поэтому согласился. Но вот что интересно. Кто дал Токтагулову право подписывать такие приказы? Максим? Или Токтагулов действовал самостоятельно, используя полномочия, которых у него уже не было, потому что он уже предал режим? Касымов листает свою тетрадь дальше, останавливается на одной из последних страниц. Здесь я записал то, что увидел в самом конце погрузки. Последними грузили 5 мешков, которые отличались от остальных. Они были меньше по размеру, но тяжелее. Я попросил разрешения проверить их, но старший группы отказал. Сказал, эти мешки проверяет только Максим лично. Я отступил. Но я видел, как Максим открывал один из этих мешков, доставал оттуда не деньги, а металлические коробки, похожие на сейфы для документов. Он проверял замки на коробках, потом закрывал мешок и приказывал грузить. Что было в тех коробках? Я не знал тогда. Но теперь, после всего, что я узнал, я уверен, там были флешки с компроматом. Весь архив, который Максим собирал годами. Записи разговоров, фотографии, документы, доказательства коррупции, связи с криминалом. Всего, что можно было использовать для шантажа. Это было его последнее оружие. Его страховка на случай, если придется торговаться с новой властью или с теми, кто его укрывает. Но почему Токтагулов появился именно в момент погрузки этих мешков? Касымов считает, что это не случайность. Токтагулов знал о существовании архива. Он сам участвовал в его создании. И он знал, что если Максим вывезет этот архив, то сможет шантажировать кого угодно, включая самого Токтагулова. Поэтому Токтагулов пришел убедиться, что архив действительно грузит в самолет, что он улетает вместе с Максимом. Потому что если архив останется в Кыргызстане, если его найдет новая власть,
то все участники схем, включая Токтагулова, окажутся под угрозой. Токтагулов играл в сложную игру с одной стороны. Он предавал Максима, сливая информацию о позиции. С другой, он следил за тем, чтобы самые опасные доказательства его собственной причастности к коррупции покинули страну вместе с Максимом. Он хотел и свергнуть режим, и остаться чистым. И ему почти удалось. Касымов закрывает тетрадь, кладет руки на стол. После того, как самолет взлетел, я вернулся домой, сжег свою форму, уничтожил все документы, связывающие меня со службой безопасности. Я понимал, начнутся чистки, будут искать виновных, и я могу оказаться среди них. Я скрывался несколько месяцев, потом уехал в деревню, жил тихо, не высовывался. Но эту тетрадь я сохранил. Я не знал зачем, просто чувствовал, что когда-нибудь она понадобится. И вот этот день настал. Записи Касымова прошли экспертизу. Почерк, даты, детали совпадают с другими свидетельствами. Это означает, что его показания достоверны, что он действительно был там в ту ночь, что он видел все своими глазами. Но его рассказ поднимает новые вопросы, еще более тревожные, чем те, на которые уже получены ответы. И если Токтагулов следил за тем, чтобы архив покинул страну, значит, он знал, что в архиве есть компромат и на него. Значит, он боялся этого компромата больше, чем возмездие за предательство. Что такого было в том архиве, что даже человек, укравший $50 миллионов и скрывшийся за границей, все еще боялся, что эти записи всплывут? Какие секреты хранил Токтагулов, которые были страшнее, чем воровство и предательство? И самое главное, где сейчас тот архив? Улетел ли он вместе с Максимом, или в последний момент кто-то подменил мешки, и архив остался в Кыргызстане, спрятанный в каком-то тайнике, ожидающий своего часа, чтобы взорвать политическую систему страны и разрушить жизни десятков влиятельных людей, которые до сих пор занимают высокие посты и считают себя в безопасности. Чтобы понять, что произошло с архивом после того, как самолет покинул Кыргызстан, нужно проследить дальнейший путь Максима Бакиева и тех мешков, которые он так отчаянно пытался спасти. Официально Максим последовал за отцом в Беларусь, где президент Курманбек Бакиев получил временное убежище. Но пробыли они там недолго, белорусские власти, опасаясь международного давления и не желая портить отношения с новым правительством Кыргызстана, дали понять, что гостеприимство имеет срок годности. Через несколько месяцев семья Бакиевых переехала в другую страну, которая предоставила им более надежное укрытие. Название этой страны до сих пор официально не раскрывается. Но по неподтвержденным данным, это были Объединенные Арабские Эмираты, где у семьи Бакиевых была недвижимость и деловые связи. Но что случилось с деньгами и архивом? Бывший сотрудник таможенной службы Беларуси, согласившийся дать показания анонимно, рассказывает, что когда президентский борт приземлился в Минске, белорусские власти провели формальный досмотр груза. Нам сказали, это дипломатический багаж, проверять не нужно. Просто зафиксируйте количество мест. Мы насчитали 68 мешков и 5 отдельных контейнеров. Все это погрузили в грузовики и увезли. Куда нам не сообщили. Но через несколько дней я случайно услышал разговор между двумя офицерами службы безопасности. Они обсуждали, что часть груза осталась в Минске, в специальном хранилище, а часть отправили дальше, в Дубай. Сколько именно, не знаю. Но я запомнил эту деталь, потому что один из офицеров сказал, они даже между собой не доверяют. Делят награбленное, как воры на базаре. Эти слова оказались пророческими. По информации, полученной от источников в финансовых кругах Объединенных Арабских Эмиратов, между Курманбеком и Максимом Бакиевыми произошел серьезный конфликт из-за денег, уже через полгода после бегства. Отец обвинял сына в том, что тот скрывает истинный размер вывезенных средств, что он открыл тайные счета и переводит деньги без ведома семьи. Максим, в свою очередь, обвинял отца в том, что тот хочет забрать все себе, не оставив сыну ничего. Хотя именно Максим организовал всю финансовую систему режима и рисковал больше всех. Конфликт достиг такой остроты, что они перестали жить вместе. Разъехались по разным резиденциям, перестали общаться. Семья, которая когда-то контролировала целую страну, развалилась из-за денег,
которые они украли у этой страны. Но самое интригующее — это судьба архива. Несколько источников, близких к семье Бакиевых, утверждают, что Максим действительно вывез флешки с компроматом. Но не для того, чтобы хранить их как страховку, а для того, чтобы продать. В 2011 году, через год после революции, на черном рынке информации появились предложения о продаже эксклюзивных материалов о коррупции в Кыргызстане. Цена вопроса — $10 миллионов за полный пакет. Покупателями могли быть кто угодно — конкуренты нынешних чиновников, иностранные спецслужбы, журналисты, расследователи, даже сама новая власть Кыргызстана, которая хотела бы получить компромат на своих политических противников. Но сделка так и не состоялась. По одной версии, Максим испугался, что покупатели окажутся подставными людьми, которые заманят его в ловушку и убьют. По другой версии, кто-то из его окружения слил информацию о готовящейся продаже, и потенциальные покупатели отказались от сделки, опасаясь, что это провокация. По третьей версии, самой зловещей, архив был украден у Максима кем-то из его же людей, возможно, тем самым Токтагуловым, который до сих пор оставался в тени и мог иметь доступ к информации о местонахождении флешек. Если эта версия верна, то Токтагулов не просто украл $50 миллионов и скрылся. Он также завладел самым опасным оружием режима Бакиевых — архивом компромата, который может разрушить карьеры и жизни десятков людей, многие из которых до сих пор находятся у власти в Кыргызстане или занимают влиятельные позиции в бизнесе. Токтагулов стал обладателем информации, которая стоит дороже любых денег, потому что дает власть над людьми. И если он жив, если он где-то скрывается с этим архивом, то он представляет угрозу не только для бывших соратников Максима, но и для нынешней политической элиты Кыргызстана. Но есть и другая возможность, еще более тревожная. Что если архив вообще не покинул Кыргызстан? Что если в ту ночь, когда грузили мешки, кто-то подменил контейнеры с флешками на пустые, а настоящий архив спрятал в одном из тайников, о которых знали только несколько человек? Эмиль Касымов, бывший начальник службы безопасности, допускает такую возможность. «Я видел, как Токтагулов поднимался в грузовой отсек и проводил там 10 минут», — говорит он. Что он там делал? Проверял мешки? Или подменял их? У него было достаточно времени, чтобы вытащить флешки из контейнеров и заменить их на пустышки. Максим проверял замки на контейнерах, но не содержимое. Он доверял своим людям. И это могло стать его роковой ошибкой. Если архив остался в Кыргызстане, если он спрятан где-то в тайнике, то рано или поздно он будет найден. И когда это произойдет, когда содержимое флешек станет достоянием общественности, это вызовет политическое землетрясение, последствия которого невозможно предсказать. Потому что в том архиве, по словам тех, кто знает о его существовании, хранятся не просто записи разговоров и фотографии. Там хранятся доказательства преступлений, которые до сих пор остаются нераскрытыми. Заказные убийства неугодных журналистов и бизнесменов, схемы отмывания денег через государственные компании, связи высокопоставленных чиновников с организованной преступностью, факты передачи государственных секретов иностранным спецслужбам в обмен на личное обогащение. Это бомба замедленного действия, которая тикает где-то в темноте, и никто не знает, когда она взорвется и кого накроет осколками. Максим Бакиев, по неподтвержденным данным, провел последние годы своей жизни в постоянном страхе. Его здоровье, подорванное стрессом и паранойей еще в Кыргызстане, продолжало ухудшаться. Он страдал от сердечных приступов, панических атак, депрессии. Он практически не выходил из своей резиденции, не общался с людьми, не давал интервью. Он превратился в затворника, который боялся собственной тени. По словам одного из его бывших охранников, который работал с ним в изгнании, Максим до последних дней был одержим мыслью о том, что его предали, что кто-то украл архив, что его враги готовят месть. Он нанимал частных детективов, чтобы найти Токтагулова, но все попытки оказывались безуспешными. Токтагулов растворился, словно его никогда не существовало. В 2016 году, по неофициальным данным, Максим Бакиев скончался от сердечного приступа в одной из частных клиник Объединенных Арабских Эмиратов. Ему было 52 года. Официального подтверждения его смерти нет. Семья не делала заявлений,
Похороны прошли в закрытом режиме, если вообще прошли. Но те, кто знал Максима, говорят, что он умер сломленным человеком, который потерял всю власть, деньги, здоровье, семью, даже надежду. Он умер, так и не узнав, что случилось с архивом, который он так отчаянно пытался спасти. Он умер, не получив ответа на вопрос, который мучил его до последнего вздоха. Кто его предал? Но история на этом не заканчивается, потому что архив, если он существует, если он спрятан где-то в Кыргызстане или за его пределами, рано или поздно будет найден. И тогда мир узнает всю правду о режиме Бакиевых, о масштабах коррупции, о преступлениях, которые до сих пор остаются безнаказанными. И тогда, возможно, народ Кыргызстана наконец получит справедливость, которая ждет уже 14 лет. Но пока архив не найден, пока Токтагулов не пойман, пока виновные не наказаны, история остается незавершенной. И вопрос остается открытым. Где сейчас тот архив, и кто держит в руках ключ к самой большой тайне современной истории Кыргызстана? Когда режим Бакиевых пал, когда самолет с мешками денег улетел в неизвестность, когда площадь Алатоо наконец опустела после дней протестов и траура, Кыргызстан погрузился в период, который можно назвать только одним словом — хаос. Временное правительство, пришедшее к власти на волне народного гнева, столкнулось с задачами, которые казались невыполнимыми. Восстановить порядок в стране, где рухнула вся система управления, найти и вернуть украденные миллионы, привлечь к ответственности виновных в коррупции и насилии, залечить раны общества, разделенного на тех, кто поддерживал старый режим, и тех, кто боролся против него. Но новая власть оказалась не готова к этим вызовам. Многие из тех, кто пришел в правительство после революции, сами были частью старой системы. Сами когда-то работали на Бакиевых или получали выгоду от их режима. Они говорили о борьбе с коррупцией, но сами продолжали воровать. Они обещали найти украденные деньги, но расследования буксовали. Свидетели молчали или исчезали. Документы терялись или уничтожались. Судьбы ключевых персонажей той истории сложились по-разному. Курманбек Бакиев, бывший президент, прожил в изгнании до 2020 года, когда его путь завершился в возрасте 79 лет. Он так и не вернулся в Кыргызстан, так и не предстал перед судом, так и не ответил за преступления своего режима. Он умер на чужбине, окружённый остатками семьи, которая развалилась из-за денег и взаимных обвинений. Его младший сын Максим, по неподтвержденным данным, покинул этот мир еще раньше, в 2016 году, сломленный болезнями и паранойей. Азамат Токтагулов, главный предатель и, возможно, главный вор той истории, исчез бесследно и до сих пор не найден. Есть версии, что он живет под чужим именем в одной из европейских стран. Есть слухи, что он погиб при загадочных обстоятельствах вскоре после бегства. Но никаких доказательств ни той, ни другой версии нет. Он остается призраком, который знает все, но молчит. Эмиль Касымов, бывший начальник службы безопасности, который решился рассказать правду, живет в деревне на севере Кыргызстана под постоянной охраной. Потому что его показания сделали его мишенью для тех, кто до сих пор заинтересован в сокрытии правды. Бакыт, бывший бухгалтер из группы 12, который предоставил запись секретной встречи, также скрывается, опасаясь мести. Талант, бывший охранник, который показал фотографию грузового отсека с мешками, уехал из страны и попросил политическое убежище в одной из европейских стран, ссылаясь на угрозы его жизни. Доктор Эрмек Сулайманов, который лечил Максима Бакиева и видел его психологический распад, продолжает работать врачом в частной клинике, но отказывается давать дальнейшие комментарии, говоря, что сказал все, что мог, и больше не хочет ворошить прошлое. Но самое трагическое — это судьбы простых людей, которые пострадали от режима Бакиевых и так и не получили справедливости. Семьи 87 человек, погибших на площади Алатоо 7 апреля 2010 года, до сих пор ждут, когда виновные в их гибели понесут наказание. Расследование тех событий было проведено формально, несколько низкоранговых офицеров получили условные сроки. Но те, кто отдавал приказы стрелять, остались безнаказанными. Народ Кыргызстана, который был ограблен на сотни миллионов долларов, так и не увидел возвращения украденного. Из 300 миллионов, вывезенных в ту апрельскую ночь, не вернулось ни цента.
Официально власти заявляют, что ведут переговоры с зарубежными банками о замораживании счетов семьи Бакиевых. Но результатов нет. Деньги растворились в офшорах, в подставных компаниях, в недвижимости, оформленной на чужие имена. И найти их практически невозможно. Страна изменилась после революции, но не так, как надеялись те, кто выходил на площадь требовать справедливости. Коррупция никуда не делась. Она просто сменила лица. Новые чиновники воруют так же, как воровали старые. Народ беднеет, а элита богатеет. Система, которую построили Бакиевы, оказалась живучей, потому что она была основана не на личностях, а на принципах. Принципах безнаказанности, жадности, цинизма. И пока эти принципы живы, пока люди, которые должны служить народу, думают только о собственном обогащении, история будет повторяться снова и снова. Но есть и другая сторона этой истории, которую нельзя игнорировать. Революция 2010 года показала, что народ Кыргызстана не готов мириться с произволом и коррупцией, что он способен подняться и свергнуть режим, который его угнетает. 87 человек отдали свои жизни за эту идею, и их жертва не была напрасной. Они доказали, что власть принадлежит народу, а не тем, кто сидит в президентских креслах. Они доказали, что страх можно преодолеть, что систему можно сломать, что справедливость возможна, даже если путь к ней лежит через кровь и слезы. И вот здесь возникает главный вопрос, на который нет однозначного ответа. Была ли революция 2010 года победой или поражением? С одной стороны, режим Бакиевых пал, диктатор бежал, народ вернул себе право голоса. С другой стороны, украденные деньги не вернулись, виновные не наказаны, новая власть оказалась не лучше старой. Так что же это было? Триумф справедливости или очередной виток бесконечного цикла коррупции и предательства? Возможно, правда в том, что революция — это не конечная точка, а процесс. Это не одномоментное событие, которое решает все проблемы, а долгий мучительный путь, на котором общество учится отстаивать свои права, контролировать власть, требовать ответственности от тех, кого оно выбирает. Революция 2010 года была шагом на этом пути. Важным, кровавым, болезненным шагом. Но это был только шаг, а не финал. И пока народ Кыргызстана помнит о тех 87 жизнях, которые были отданы за свободу, пока он помнит о 300 миллионах, которые были украдены у него, пока он помнит о предательстве, жадности и цинизме, которые разрушили страну, до тех пор есть надежда. Надежда на то, что однажды справедливость восторжествует, что виновные ответят, что украденное вернется, что система изменится. Может быть, это произойдет не завтра, может быть, не через год, может быть, не при жизни нынешнего поколения. Но это произойдет, если народ не забудет, не простит, не смирится. Потому что история, как бы ее ни пытались переписать, как бы ни пытались замолчать, всегда находит способ выйти наружу. Документы, которые считались уничтоженными, всплывают. Свидетели, которые молчали десятилетиями, начинают говорить. Архивы, которые считались потерянными, находятся. И когда это происходит, правда становится неопровержимой. И никакие деньги, никакая власть, никакие связи не могут ее остановить. Так что же случилось с архивом Максима Бакиева, с теми флешками, на которых хранились все секреты режима? Улетели ли они вместе с ним или остались в Кыргызстане, спрятанные в каком-то тайнике? Украл ли их Токтагулов, или они до сих пор лежат в сейфе, ключ от которого потерян? Никто не знает. Но одно можно сказать наверняка. Если этот архив существует, если он где-то хранится, то рано или поздно он будет найден. И когда это произойдет, когда содержимое флешек станет достоянием общественности, это изменит все. Потому что в том архиве, по словам тех, кто знает о его существовании, хранятся не просто компромат на отдельных чиновников. Там хранится полная картина того, как работала система коррупции в Кыргызстане, кто был ее частью, кто получал деньги, кто отдавал приказы, кто прикрывал преступления. Там хранятся имена, даты, суммы, доказательства. Там хранится правда, которая может разрушить карьеры, отправить людей в тюрьму
перевернуть политическую систему страны. И, может быть, именно поэтому так много людей заинтересованы в том, чтобы этот архив никогда не был найден. Может быть, именно поэтому расследования буксуют, свидетели молчат, документы исчезают. Может быть, именно поэтому Токтагулов до сих пор не найден, а судьба Максима Бакиева окутана тайной. Потому что те, кто знает правду, понимают, если архив всплывет, если правда выйдет наружу, это будет не просто скандал. Это будет катастрофа для всех, кто был частью системы, для всех, кто воровал, предавал, убивал. И они сделают все, чтобы этого не произошло. Но история учит нас, что правду невозможно скрыть навсегда. Рано или поздно она находит выход. Рано или поздно кто-то решается говорить. Рано или поздно документы всплывают. И когда это происходит, когда правда наконец выходит наружу, она меняет все. Она дает народу силу требовать справедливости. Она дает жертвам надежду на возмездие. Она дает будущим поколениям урок о том, что происходит, когда власть теряет связь с народом, когда жадность побеждает совесть, когда система коррупции становится сильнее закона. И, может быть, именно в этом и заключается главный урок истории семьи Бакиевых. Не в том, что они украли $300 миллионов, не в том, что они бежали, бросив страну в хаосе, не в том, что они предали друг друга и были преданы своими же людьми, а в том, что их история — это предупреждение. Предупреждение о том, что власть без ответственности ведет к катастрофе. Что жадность без границ разрушает не только страну, но и самих жадных. Что предательство порождает предательство. И в конце концов все предатели оказываются преданными. Что система, построенная на коррупции и страхе, обречена на крах. Потому что она не может существовать вечно. Потому что рано или поздно народ восстаёт. Рано или поздно правда выходит наружу. Рано или поздно справедливость торжествует. Вопрос только в том, сколько времени это займет, сколько еще жизни будет потеряно, сколько еще денег будет украдено, сколько еще боли придется пережить народу, прежде чем система изменится. И готовы ли мы, живущие сегодня, сделать все возможное, чтобы ускорить этот процесс, чтобы не дать истории повториться, чтобы не позволить новым Бакиевым, новым Токтагуловым, новым ворам и предателям разрушить будущее наших детей? Дорогие зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Анарбека Бакаева и события апреля 2010 года до сих пор помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить